Башкирские клубы продолжают борьбу за лидерство в Урало-Поволжской зоне первенства России по футболу второго дивизиона. Гвоздем 35-го тура, подходящего к концу чемпионата, стал матч в Учелах. Местный горняк принимал лидера турнирной таблицы Нижнекамский нефтехимик. Именно за командой из Татарстана отчаянную погоню ведет футбольный клуб Уфа, который до этого тура отставал от нее на 3 очка. Что принес очередной игровой день в Урало-Поволжье двум башкирским коллективам, смотрите прямо сейчас. На первое место в Урало-Поволжье, которое дает единственную путевку в футбольную национальную лигу, горняк уже не претендует. Борьба за лидерство, по сути, ведется только двумя коллективами – Нижнекамским нефтехимиком и Уфой. И в случае победы в домашнем поединке учренцы заметно облегчили бы задачу своему старшему брату из столицы Башкортостана. Особенно, кстати, оказался бы такой подарок для горожан в свете не самой удачной игры команды Андрея Кончевскиса в матче 35-го тура. Днем ранее ученицы достаточно неожиданно добили лишь 1 очко в матче с дублерами казанского Рубина 2-2. Если бы нефтехимик одержал верх в Учелах, то отрыв нижнекамцев от второй строчки, которую Уфа нечеловеческими усилиями сократил до 3 очков, грозил вновь вырасти. Гости на правах фаворита с первых же минут прибрали инициативу к своим рукам. Прессинг, однако, своих плодов не приносил. В защите горняк действовал слаженно и надежно. До опасных моментов в ворот шахтеров дело доходило редко. Защитные механизмы хозяев дали сбой ближе к концу первого тайма. К первому голу в матче привел как по разыгранный штрафной. Махмутов навесил точно на Рябошапку, тот умело переиграл и защитника, и вратаря. Не прошло и 2 минут, как ситуация повторилась. Единственным отличием стало лишь то, что подача на этот раз выполнялась от углового флажка 2-0. На исходе первой половины матча нефтехимики вновь увеличили разницу в счете. Изящный пас того же Махмутова использовал Давид Дзахов, и на первый перерыв команда уходит при счете 3-0 не в пользу хозяев. Жара влияет на скорость игры, и на первый план выходят стандарты. 2 из которых мы реализовали, а 3-й гол получился вследствие ошибки игроков и нашей быстрой контратаки. Думаю, нужно спокойно выходить, контролировать мяч, но оставить соперника без мяча, и они будет еще тяжелее без мяча бегать, и тогда мы добьемся успеха. Я думаю, что мы удержим преимущество спокойно. Отыграть 3 мяча у лидера задача не из легких, и горняки, как ни старались, с ней не справились. Максимум, на что сподобились учренцы, это гол престижа, забитый Владимиром Мовчаренко на 51-й минуте. Тем более, что и доигрывали встречу хозяева уже в 9-ром. Сначала красную карточку перед собой увидел Александр Сторожук, а затем за второй горчишник с поля был изгнан Алексей Сапогов. На том и порешили 1-3. При равной игре в первом тайме пропустили 2 быстрых гола после стандартов. Это определило конечный итог матча. В итоге в втором тайме мы перехватили инициативу, забили мяч быстрый. Могли еще возможности были у нас забить мяч, но удаление игроков у нас просто не хватило сил, не хватило количества футболистов на поле. Вот. Пока находимся в тяжелой полосе и очень тяжело выходим из нее. Но вот второй тайм мы выиграли, первый проиграли. А, конечно, еще итог 3-1. Очень обидно. И при своих болельщиках вдвойне обидно. Нефтехимик по-прежнему первый, а отрыв от Уфы вырос до 5 очков. Мурат Зарипов, Венер Баязитов, Вести Спорт, Башкортостан.